Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу, мої дорогі. Сьогодні середа і протягуємо знову катехези. Розмовляємо о плоді Духа Святого і в такому аспекті, як радость. Радость, ми розпочали розмову, я вже трохи нагадував, радость в Адвенті, радость Божого народження. Прошлым разом мы с вами разважали об радости у книгах так называемых историчных. Сегодня будем протягивать эту тексты, разважать над этими текстами. А перед тем, так как распочнем все это, то помолимся с вами. Просим Тебя, Отче, Твоего Духа Святого, наполни нас своей любовью, якая приносит радость, оправданную радость того, что Ты среди нас, что Ты присутничаешь, что Твоя моц проявляется в каждом из нас. Прос сакраменты, прос Твое Слово, прос деяния, прос Иисуса Христа, Твоего Сына. Прос моц Духа Святого, якого Ты выливаешь и даешь немерой. Просим Тебя, Пане, как то, что вообще мы разважаем, приносило свой плен тут на земле, или перед всем плен вечности, потому что Ты нас сотворил для вечности. Ты, Пане, маешь план лепший от нашего плану. Ты и этот план сопроводуй план збавлення, план життя, план вечного життя, і тому Ти послав свого Сина в світ, який народився з Діви Марії, той, який Ти так само сказав, радоваться про нього, то що радуйся. Да. Ось наказали радоваться то, что зачне и народит Збавителя. Так само Мария радовалась, спеваючи Тобі магніфікат. Просим Тебя, Святейшая Панна Мария, чтобы наша радость была разлучена с Твоей радостью, переживание этого нашего христианства. Прос Слово Божие, прос удел в сакраментах, прос контакт в молитве. А Тебе просим, Наисвятейшая Панна Мария, как Ты молилась за нас, молилась за меня, молилась за всю эту справу, якую доручил Тебе Твой Сын, Радіо Марія. Молилась за тих, хто слухає, оглядає эту конференцию, то, что мы будем казать, принесло свой плен, глядячи на все наши слабости, недохопы. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты помеж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы размовляли з вами о радости створения. Пан Бог радовался, коли створился дивный сусвет. Радовался Адам, коли убачил Еву. Нема слова радость, але его захование нам показывает радость. Не обов'язково, скажем, присутничало слово радость, але есть веселье, есть там усмехти, приклад. Будемо розмовляти ще й о таких речах, як танець. Да, танець – це так само вираз радості. В Старому Заповіті вельми шмат об этом пишеться. От в мессианських часах, в книгі пророка Єремії, ось є таке. І радость від того, що Бог є. Радость отримання потомства Авраамом. І на от усмішку Сари, яка усміхалася, і так само радость от збавлення того, що Бог збавляє, да, то, що Бог збавляє чоловіка, Бог збавляє і витягнув його з неволі єгипетської, но це так само, як неволя греху, витягує нас, да, це Пасха.
І вже ми з вами розмовляли, що будемо більше тим так само розмовляти під час Евхаристії, коли будемо розмовляти в Евхаристії. Пасхальное свято для гебреев это самое, ну, так и как для христиан повинно быть, для них даюсь, а для христиан повинно быть таким радостным, да. И надаремно мы спеваем снова и полтора радостное свято, да, такую песню, песнь. И это Пасха, выход из Египту, проход этого анёла, и это кров, яка була на дверях, на балках, на бильках була там, була кров агнця, кров ягняті, вона урятувала ізраїлітів. І кожен год, коли святкують эту велику урочистость, то наймолодший запитається на старейшого, чому це значить така особа. Да? І коли вони вийшли, то и Моисей, и Мирьям заспевали этой песни радости. А сегодня с вами поразважаем крыху то, что уже коли Израиль ходил по пустыне, да, есть, ну, в книгах разных книгах, например, книга Левиту, да, книга Святарская, 9 раздел, 24 верш. Там описывается в этой книге радости того, что принесение ахвяры, да, то, что там, скажем, да, было принесено эта ахвяра, и радость присутственности Бога. Я прочитаю еще ранее криху. И принес все сожжения, совершил это по уставу Аарон. И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверхутреннего все сожжения. И заколол вола и овна, которые от народа, и жертву мирную, и сынам Аароновы принесли ему кровь, и он покропил и жертвенник, и со всех сторон. Подлесни и тук из вола, и от овна курдюк, покрывшие внутренности почки и сальник и печени, и положили тук на грудь, и он сжег их на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая перед лицом Господа, как повелел Моисей. Вот это потрясая Господа, это так само радости, такая подстава, что перший святар, Аарон, те іншие першие святари, они стояли перед Паном Богом, тваром твар. Да? То, что, скажем, может быть, издражением это было, але и то, что свідомость там, ось, свідомость, то, что Бог бачит, то, что Бог дал это все, так само внутреннюю радость. И далее 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение, жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию, собрание, и вошли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение, и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое». Присутность Бога. Тут тут не только то, что они ахвяры приносили. Ахвяры — это там дело, справа такая как бы другая. Это присутность Бога, да. То, что сошел огонь, то, что они бачили такие присутность знака Божьего. И потом, поглядите, это пересекается с деями апостолов, когда сходит Дух Святой, огонь, да, на апостолов, и присутность Бога объявляется. Тут присутность Бога, что Бог принял ахвяру, сама присутность Бога, и человек поклонился, да, они возрадовались, восхваляли Бога, пали на твар, они бачили эту присутность. И Бог завсюди близкий есть. Нам треба пам'ятати, що коли ми молитва, да, или там на святейшая ахвяра, мы коли переносим это на святейшую ахвяру, это молитва, это завсюди присутность Бога, и Он завсюди есть, Он завсюди слухає, да.
это падение, там, те молитва хвалы, да, как потрясение этим плечом от ягняти, те, там, от вола, там, то правдиво і повинні радуватися, що Бог є близький, що Він завсюди є, що Він пам'ятає, що Він ніколи не забувається о чоловіку, і это наивысшая радость. Да, для этого потребна так само вера. Да, мы уже с вами размовляли об этом. То, что плод Духа Святого, он связан с любовью. А любовь – это, скажем, то, что здійсняется, да, любовь, да, приносит, а любовь, она приносит радость. Інша книга Духозаконія, апостольна книга П'ятикнижжя, Тори 28:47. Ось пан Бог каже так само про Моїсея. Це така цікава книга. Ось де, перепрошую, Моїсей вельми шмат промовляв, бо такі промови, да, і научал он. Вот это есть такое ось научание. То, что обещая землю, и будет там, будет она плен приносить, и будет нарождаться сыны и дочки, и древо будут приносить плен, и человек повинен верить, да, и быть с Богом, иначе пан Бог, скажем, и землю забере, и так далее, да. И тут Бог сам является знамением, и у 47-м верше он пишет так. И они будут, 46, и они будут знамением, указанием на тебе и на семени твоем за то, что ты не служил Богу, это предостережение, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог, в голоде, в жажде и наготе, и во всяком недостатке Он возложит на шею твою железное ярмо. Предостерегает Бог через Моисея, предостерегает, что коли человек поклоняется идолам, коли человек ходит не Божьими дорогами, коли живет в греху, коли нема этой побожности, о якой мы размовляли, так что это не служил в радости, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью, и сердце твое при изобилии его. То, що бачучи, ми так само поглядіти на своє життя, можемо поглядіти, наскільки пан Бог дає чоловіку. Да? Но передусім, перше, то, що дав нам збавлення в Ісусі Христі, то, що Бог сам народився, то, що можемо изобиловать, да, и Бог не только пребывает, Бог дейничает в Иисусе Христе, да? Бог пребывает среди нас, Бог в Иисусе Христе дейничает, Он дает не только избавление, да? Он дает самого себе, Он заявляется скалой, заявляется твердыней, и это не радость. Человек не радуется, когда вы видите, что радость, она так само является выразом веры, да, веры, то, что верю в то, что присутность Бога, то, что есть избавление, то, что Бог есть близкий, то, что Он откупил меня, и то, что я, скажем, могу жить перед Ним. Ось. Бог радуется так. Поглядите, 63-й, той самый раздел, 63-й верш. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас, истребляя вас, и извержены будете из земли, в которой ты идешь, чтобы владеть». Да, Бог радуется. И не то, что там, Он то, что как бы радуется тому, что ты будешь там терпеть или так далее. Бог радуется передусім перше, да, как радовался Господь, делая добро вам, умножая вас. Да, Бог завсюди радует добро.
А то это разные выпробування в наші, да, ми, так само можна було в них радоваться, и Бог, это не то, что Бог здекуется над человеком, да, там, десь, он карає його. Все то, что сустракає нас, то человек сам отходит от Пана Бога, и то, что нас сустракает в житті, скажем, это виник того, что мы не живем с Паном Богом, да, и Бог допускает разные речи. На наш погляд, это такое страшное что-то и так далі, але заправді Бог это чинить для нашого навертання, щоб ми поглядели, як ми живемо, як то, що у нас є, то, що якою дорогою ми йдемо, да, где Бог есть близкий, где он далекий. И это не то, что он потерял, можно себе вообразить, что Бог такой жесткий, что он только карает, что и он тут может такая слово, да, радость, как от покарания. Нет, это попросту радость от того, что Бог бачит, что про это вельми шмат. Некоторые не навертаются, то это правда, але шмат людей про різні речі навертаються, просто такі випробування, як Ізраїль там, да, хоча ж вони в большости ходили непотребными дорогами, да, непотребными, скажем, поклонялись іншим богам, а дошли от краницы до живой воды, от краницы любові, от краницы життя. Но шмат людей навернулось. Шмат людей наверначивалось и верталось до Пана Бога. Но все на протягу всей истории Израиля там показывалось, там, поглядите, короли были, які доходили от Пана Бога, які там поклонялись. Но вот Соломон мудрый, он зварьявал, женщині його звели, он розпочав поклонятися, то, як збудував пригожую святиню, який був, дотримав мудрості, он став поклонятися іншим богам, зварьявал, да, и пошло все, что неведомо як нам, але и потом и было царство, власть разделено и так далее. Але на протягу всіх історій Ізраїля ми глядимо, що вельми шмат королів, які вірили, які наверталися, які справді і викидували все со святині, да, і книгу закона там находили, читали, верталися, да, ахвяры приносили только живому Богу, а не божкам разным и идолам. Потому это вельми важно. Вельми важно попросту поглядеть с точки зору такого, да, что Пан Бог радуется, и как радовался Господь, делая вам добро, да, умножая вас. То, что он радуется, погубляясь, это не радуется тому, что кого-то сгубляет. Так само книга Другозакония, 30 розділ, ось в 30 розділі, знов обіцяння Ісуса, Пана Бога, обіцяння про Моисея. Я на початку тут 30 розділ прочитаю. «Когда придут на тебя все слова сии, благословления и проклятия, которые изложила тебе, и примешь их и к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, и сын твой, и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеял тебя Господь Бог твой. Хотя ты и был рассеян от края неба до края неба, и откуда соберет тебя Господь Бог твой, оттуда и откуда возьмет тебя. И оттуда приведет тебя Господь Бог твой на землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя поводле отцов твоих, и обережет Господь твое сердце и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца и твоего, от всей души твоей, и дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятие сие обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, и обратишься, и будешь слушать голоса Господа Бога твоего, исполнять все заповеди, которые заповедует тебе Господь. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих,
и в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя тебе, так Он радовался об отцах твоих. Ну, тут пан Бог, коли обіцяє щось, дає обіцяння, то він завжди виконує. Чоловіка полюбили, Бог не завжди гнівається. Да? Моисей каже, пан Бог про Моисея каже, коли ти навернешься, коли ти придешь, коли сердце твое будет изменено, то Бог знов тебе даст, поблагословит тебе, вернет тебе там, и с избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, и снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, Он радоваться, как Он радовался об отцах твоих. И дальше там, если будешь слушать Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его, и постановления Его, и законы, написанные в всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твою. Знову тут про навертання, да? Ми казали вже, розмовляли з вами об этом. В Старому Заповіті вельми часто там узгадується о навертанні чоловіка, навертанні народу, але кожен народ состоїть із чоловіка, да, навертання то конкретного народу, тому що народ Израиля был выбранным паном Богом, и он является сапраўды выбранным. И Бог обещает, будет радоваться тем, что Он учинит ему добро, да, то, что, скажем, дает им, благословит этот народ, благословит все то, что есть у народа. Але что повинно быть? Повинно быть то, что, скажем, как человек навернулся, как стал ходить дорогами Божьими, как человек, снова Израиль был, скажем, слухал пана Бога, жил поводле Его слова, жил поводле Его закону. На это закон передусім любові, да, знову, який перепроз віру. І недаремно в том самом книге Другозакония в 6 разделе есть такие слова: «Шима Израиль», да, слухай Израиль. Пан Бог есть твоим Богом одиным, да, и полюбил пана Бога своего всем сердцем своим, всем розумом своим, всем эмоциями своей, да. Тому ось і тут є, так скажем, краниця радості, да, в любові до пана Бога. І Бог віри, коли чоловік не из-за страха ходит по заповедям, по Божьим, да, не виконует его слово, не то, что он, чтобы боялся. Бог не хочет, Бог хочет, чтобы мы его любили. Бог хочет, чтобы сапраўды в наших сердцах была любовь. И Бог радуется тому, что есть. И сапраўды, ось, пан Бог хоче, щоб чоловік жив, да? Ось, і так само есть такое, скажем, такая сказка ось у книги Судей, як дерево дотичить сина Гідеона, одного із синовей Гідеона, але говорять, здесь про дерево розмовляють, і хто там розмовляє, така сказка, дерево розмовляють, вибираючи собі короля, і знову передостерігає пан Бог, ось це книга Суддів 19, 9:19. «Если вы ныне истинно и по правде поступите с Иеровоамом и домом его, то будет на вас благословление. Радуйтесь в Авимелехе, и он пусть радуется в вас». Такое, там, скажем, предостережение пана Бога, то, что этот Авимелех, он неправедно поступал, да, скажем, то, что пан Бог каже, что древа, они там и была маслина, и был виноград, и была смоковница, был терен. Терен сказал, что коли кто-то укроется в моих листьях, в моем тени, то там так само чоловік, який Авимелех, він чинив зло, да, він не хотів попросту, да, він хотів влади.
И Бог предостерегает, что нельзя попросту тем человеку, то, что злое, есть радоваться во зле. То, что, скажем, есть недоброе, то, что не Божие, то, что, скажем, нельзя. Грех николи не приносит радости. Грех завсёды приносит смуток. А человек, жаль, бывает так, что человек радуется за то, ты чомусь там радуется, да, коли там есть там, это радость такая, она не шчырая радость, не соправная. Соправная радость может быть только в Пана Боге. И тут менавіта в этой казке в книге Суддзяў Пан Бог передасцерагае передасцерагае перед тем, что не трапили просто в эту пастку. В эту паску, коли человек забил своих братов и хотел володарить над Израилем, хотя его отец Гедеон, он отмовился быть королем, да, он был только суддею. Інша так само реч есть книга Суддзяў, 19 розділ, 4 вірш. Ось може под початку прочитаем. В те дни, когда не было царя, у Израиля жил один левит на склоне горы Ефрема, и он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ними, ушла от него в дом отца своего Вифлеем Иудейский. Было там 4 месяца. Муж же встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. И с ним был слуга его и пара слов. И он ввел его в дом отца своего. Отец же молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его, тесть его отец молодой женщины, и пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили, и ночевали там. Тут встреча с Богом, встреча с человеком. Усялизну предостережение Пана Бога такое. И когда мы дальше читаем, и то тут есть предостережение, да, так само отец этой женщины, он предостерегал, как он там остался у него. То, что там было такое, умерла эта наложница его, он там разрезал ее на ковалки, и там был Израиль, скажем, было, вся была радость там, то, что пришел этот человек, или то, что, скажем, что потом было, сдалось с ним, не приносило радости, да. В інших, коли ми поглядим, скажем, в інших книгах, то, что пишется, да, это в историчных, это передусім книги Самуила, первая и другая книга Самуила, книги Володарств, так само, да, ось то, что каже пан Бог, то, что пан Бог каже об радости, да. Первая книга Самуила 19:5. А тут оговорка идея об Давиде и Иоаннафане,
на такое сябровстве. Это таке было сапраўды такое великое сяброўства. І Іоаннафан, ён быў предан Давіду, ведаеце, што Саул, калі Давід перемог Галіята, вось Саул захацеў забіць Давіда, але Іонатан быў преданы Давіду, да, і они попросту былі сябрамі. І в этом сяброўстве было вельмі шмат радасці. От початку прочитаю. «Говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида, но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида, известил Иоаннафан Давида, говоря: отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будешь в потаемном месте. Я приду и стану подле отца моего на поле, где будешь, и поговорю о тебе с отцу моему, и что он увижу, скажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не греши, царь, против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дело сего полезно для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голос Иоаннафана, и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет. Видите, зайздрасць, да? Бо передусім панавала у Саула зайздрасць. Он захотел забить, и от початку радовались, когда была радость великая, коли Давид перемог Галіята. Саул радовался, коли почул, коли спевали жанчыны, что Саул перемог 1000, а Давид 10 000, и он кажа, что не хапае еще короны, чтобы каб забрал, и шукал Давида забить. Іонатан, он, так скажем, был таким, вельми великим сябром. И то есть такой приклад сяброўства, особливо в Старым Заповеті, не только сяброўства, а приклад любови, то что Іонатан был готовый свое життя отдать за Давида, за своего сябра. И он бачил, скажем, Іонатан был человеком верующим, он бачил, что Бог сапраўды с Давидом, да, Бог выбрал этого человека невеличкого, рудого, пригожего, скажем, выбрал для якихось великих справ. Ну, першая справа, то, что он перемог Галіата, да, там трапив ему каменем у чоло и забил его, отсек ему голову. И тут ось, Іонатан, он аккурат и размовляє об этой радости, да, и он каже сапраўды, ось то, что Давид, что учинил Давид, то Саул радовался, и он каже, что нема, скажем, нема у захования Давида ничего, чтобы погрожало Саулу, чтобы это попросту, как Саул спынил свой гнев, да, сманил то, что помсту свою. И Іонатан ему кажет: как ты радовался, погляди, как ты радовался. Он подверг опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался? Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида? Бачив, да, чоловік від початку радувався, коли, сапраўды, вот эта справа великая, пан Бог был с Давидом, и филистимлянин, этот Галіат, казал, что ты на меня идешь с кием, как на собаку. И Давид ему сказал, что ты идешь на меня с дидой и с мечом, а я иду на тебе с моцей Божией. Давид, сапраўды, был таким вайром Божим, вайром, який змагался, да, ось, и змагался не для себя, только змагался за Израиля. И, поглядите, чему наивеличшим королем Давида лічат. И то самое, скажем, где
когда Иисус Христос народился, его называют сын Давида в Бетлееме, да, тому що повинен був є ще великий, більш за Давида прийти король, який був би панував Ізраїлем. А Бог так поступнево його проводив, да, що чому він вибрав Давида, тому що Саул не послухался голосу Божьего. Мы памятаем, что он не забил того, что треба было забить, и только взял и принес в ахвяру, и вот заставил все. И Самуилу сказал, что для твоего Бога, и Пан Бог сказал, что послухмяность лепшая от ахвяры, да, и он, вот тут Давид был послухмяный, он не, вот, скажем, не жадал Саулу зла. І Натан просто бачив це, він бачив, і він перестерег, і перестерігав, і промовляючи до свого отця, що Давид, коли перемог Голіата, там Саул радовался, эта перемога была не для его только для всего народа. И цей чоловік, скажімо, який любив Давида, який був його сябром, який мог життя своє віддати, він переконав, Бог переконав про його, щоб не переслідував Саул Давида. Видаємо, що Давид, якщо будемо розмовляти об этом, да, Давид в його житті, шмат радости было в том, что он, поглядите, сколько псалмов написал, об этом будем ще так само размовлять по радости в псалмах. И іншої книги, да, другая книга Самуила. Перший розділ, 20 вірш. То, что нам каже эта книга. Тут Давид, знову ж Давид, да, коли загинули Саул і Йонатан, якого Давид вельми любив, да, и он склал такую жалобную песню, и 17-й вірш далей, ось там написано так. «И плакал Давид Саула и сына его Йонафана сею плачевную песню, и повелел научить сынов Израилевых лука, как написано в книге праведного, и сказал: краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Они повинны были повидать о том, что загинул Саул и загинул Йонатан, как не радовались они обрезанные, да, скажем. То, что загинули эти два человека, филистимляне их забили, мы ведаем, да, и предостерегал Давид, скажем, об этом. Была такая жалоба жалоба о том, что перед всем, я думаю, что у Давида жалоба была и перед всем на Йонафане. И он плакал, да, скажем, не было радости, чтобы не радовались дочери филистимские, там, что филистимляне как не радовались. И далее он говорит, что горы гилвилские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и не будет на вас полей и плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных лук Йонафана, не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Йонафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери Израилева, плачьте о Сауле, который
одевал вас багряницей и украшениями, доставлял на одежду ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сраженный Иоаннафан на воротах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бренное. Тут, скажем, смутковал Израиль, смутковал и Давид, и как бы такая заборона была, когда повидать об этом на улицах Аскалона, это был город Филистимский, как филистимляне не радовались тому, что был забит Саул и Иоаннафан, и у Давида так само у него не было радости в том, что было там, да, то, что был Иоаннафан забитый, Саул забитый, но Давид как бы становился автоматично королем тогда. Але у того чоловіка було серце шире. Ось, і тому, скажем, так само треба глядіти, у чоловіка. Чоловік не радовался тому, что было, что загинул его сябр, да? Хотя ж мог радоваться в той, такая радость, скажем, есть радость такая, какая, непотребная, да, что то мог бы Давид, еще раз скажу, что радоваться в тем, что он будет королем, але однако он лічив Иоаннафана своим добрым сябром, и тому, скажем, он предостерегал об этом. Снова другая книга Володарства. Есть такая, как Али переследовал Давида, Авесолом переследовал, да, скажем, его повстал на него его сын, и Давид утекал, и радости там не было такой радости в том, что то, что сталося, да, и он посыпал свою голову пепелом. Видите, Бог допускает такие речи, допускает тому, что попросту чоловік як живе, поглядите, Давид тоже так само неправедно жив в таких захованнях з Бершебою, наприклад, да, і ось то, що було, пан Бог предостерег и дал ему, скажем, такое пророцтво. Радость от встречи с паном Богом, передусім знов пам'ятаємо, що Ізраїль трапив в полон после, то он жил неправедно, трапил в полон в Вавилон. И в книгах Єздри и Немеи есть такие радки, где нібито он в полоні, там есть так само. Ось пан Бог закликає в этих книгах, закликає к радости, але не только к радости. И он, скажем, Бог сам радуется тут. У книги Єздри. Ось. В книге Єздри, третий раздел, 12-13 верши. Впрочем, многие священников, левитов и глав поколений старики, которые видели прежний храм и при основании его храма перед глазами им плакали громко и на мгновение восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко.
тут передусім то ви відаєте, що святыня Навуходоносором была разруйнована, и в книгах Ездри и Неемии они тут дотычат того, что, скажем, закликает, когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников и облачение их трубами элитов сыновей Асафовых и кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И они начали переменно петь: хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю. И весь народ восклицал громогласно, славя Бога за то, что положено было основание дома Господня. Впрочем, многие священников и левитов, и глав поколения, и старики, которые видели прежний храм при основании этого же храма, перед глазами их плакали громко, но мгновение и восклицали от радости громогласно, и не мог народ распознать восклицание радости от вопля и плача. Зруйнований храм, святиня була зруйнована, і тут знов, не так, бо тільки була будована друга святиня, і була радість оправдує того, що вертається народ. Бог знов дозволяє своєму народу вернутися, і народ згадував радість того, яке була, коли посвятили храм Божий. Книга. И Бог закликает до человека, как мы соправдуем и радовались, да. В книге апостольной, книга Неемии, 8 раздел, 10 верш, да, там аккурат было. И сказал им: пойте, ешьте тучное, и пойте сладкое, и посылайте части тем, кто угодно, и что у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость перед Господом — подкрепление для вас. И в этом верше есть такое, скажем, радость Пана Бога, да, Пан Бог радуется, что народ снова вернулся на свою землю и слухал закон и жил поводле этого права, зачал жить поводле права и закона. Когда человек соправдуй живе по-божьему, то есть это радость. Радость, ну, вот, поглядели мы сегодня, что есть в Старом заповете. Наступное споткание будет, мы будем разважать, что было у пророков, а потом на еще одну, в одном разважаем с вами там в книгах таких дидактичных, особливо в псалмах. Радуйтесь засюди, радуйтесь, так само Пан Бог закликає. Радость от того, что Бог есть близкий, то, что Он любит себе, то, что Иисус Христос соправды, Бог стал человеком, и это наивеличшая радость. Нехай Пан вас благословляє. Згадуючи 26-го в нашій парафії, 26-го кожного місяця в нашій парафії Богородиці Пікунки Сім'їв в городке Ждановичі відбувається молитва «Аптериозость». Коли ласка, присылайте інтенції, будемо молитися в этой проблемі. Так само, коли є питання якісь там, то, коли ласка, присылайте питання, я постараюсь відказати на ці питання. Хвала Христу! Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.